Калмыцкий государственный театр «Кукол Джангар» готовит вечерний спектакль для молодежи республики. Постановка «Онно» в стиле киберпанк иллюстрирует одну из актуальных проблем современного мира – чрезмерную увлеченность человека компьютерными играми. Премьерный показ пройдет в день открытия первого театрального сезона. Режиссер пока сохраняет интригу, но для съемочной группы национального телевидения все же приоткрыл завесу тайны сюжета спектакля. Как говорил Станиславский, театр начинается с вешалки, а вот любой кукольный спектакль начинается в бутафорском цехе. Именно здесь зарождаются души будущих звезд сцены. Вот и оно смиренно ждет своего часа, пока художники и декораторы трудятся над его недостающими деталями. Оно уже одушевленное, оно имеет свой характер, а это довольно-таки страшное существо. Оно такое зловещее, но оно очень интересное. И оно играет определенную роль в жизни главного героя. Совсем еще юный театр «Кукол» пока лишь набирает производственные обороты. Цеха только-только открылись, и многие работают, как говорят, за идею, но рады быть причастными к миру искусства и попробовать себя в чем-то новом. Нам, как творческим людям, это интересно. Поработать над созданием кукол, декораций. Это очень интересно, как это будет все смотреться органично. Куклы, они тоже как актеры, и мы постараемся им придать какие-то черты характера знакомых, может быть, там или еще что-то. Вот. Все это должно видно быть на лице. Очень интересно создавать эти вот новые образы по эскизам художников предоставленных. Ну, нам как бы дают еще и простор для творчества, то есть мы можем и свое видение кукол показать. А пока в закулисье кипит работа, на сцене под чутким руководством главного режиссера уже идет репетиция спектакля. По словам Алексея Сарангова, театр «Кукол» решился на своего рода эксперимент. Ведь премьерная постановка рассчитана на более взрослую аудиторию и поднимает актуальную на сегодня проблему зависимости человечества от интернета и гаджетов. Зачастую люди готовы пожертвовать своей реальной жизнью ради превосходства в виртуальном мире. Проблема в чем? Проблема именно гаджеты, основная тема нашего дня. Гаджеты, компьютер, виртуальный мир. И человек, который до того увлекся этими компьютерными играми, такие как танки, сейчас это все популярно, что не заметил, в каком мире он оказался. Вот он все время печатает, он хочет руки оторвать, а у него руки все равно идут туда. То есть такая метафора о том, что мы зависимы от гаджетов, от этих всех виртуального мира. И в результате вот этого образа жизни пассивного такого рождается оно. Оно – это его отражение, но… Молодые начинающие актеры стараются раскрыть и передать основной замысел сюжета. Как они сами признаются, порой это бывает не так-то просто. Герои могут быть абсолютной противоположностью исполнителя роли. И тут в ход уже идут жизненный опыт, наблюдательность и даже фантазия. Так рождается тот или иной персонаж со своим характером и особенностями. Вот и главный герой «Оно», живущий в виртуальной реальности, в исполнении Рената Мусаева, стал больше собирательным образом. Персонаж – полная моя противоположность, если честно, так как я не играю в компьютерные игры. Есть знакомые, которые страдают подобной проблемой, и мне было от них легче отталкиваться, когда я создавал образ своего персонажа. Постановка «Оно» в стиле киберпанк иллюстрирует одну из актуальных проблем современного мира – чрезмерную увлеченность человека интернетом. Но, по словам режиссера Алексея Сарангова, главная цель театра – дать зрителю пищу для размышления. Каждый уйдет со спектакля со своим представлением черного и белого. Айна Басхаева, Ачир Бушаев, информационная программа «День республики».